День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги отметим самые заметные новости. Это Якутия день за днем. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте, и вначале коротко о темах недели. За самоотверженность и защиту. Жители Алдана поблагодарили участника специальной военной операции, находящегося в отпуске. Состоялась встреча местных поэтов и юных патриотов с героем. Встреча с молодыми, это, конечно, это очень и очень нужное дело. Кино, анимация, архитектура, разработка игр, дизайн одежды и многое другое. В Якутске завершился двухдневный федеральный форум «Цифровой алмаз». Во всем мире, я уверен, будут заинтересованы участвовать в таком формате. Интеграция робототехники в образовательную деятельность школы и детского сада. В рамках популяризации робототехники для дошкольников Алмазного края проводят образовательный марафон «Будущее рядом». Самим интересно взрослым, я думаю, что детям вообще супер. Мультфильм «Айтал» и «Волшебная сила», а также мультсериал «Току-2». Национальная вещательная компания «Саха» провела презентацию своих мультфильмов. Мы решили тоже объединить всех, кто любит якутские мультфильмы. В микрорайоне «Звездный» ввели в эксплуатацию очередной жилой дом. В Якутске после 10 лет ожидания дольщики получили ключи от квартир. У нас больше не будет обманутых дольщиков. Якутия – лидер Дальнего Востока и даже страны по демографическим показателям. В последнее воскресенье ноября Якутия, как и вся Россия, празднует День матери. Вот это, конечно, такой совокупный показатель того, что делается в республике. Большие возможности для самореализации и успеха. Участники движения действуют как одна команда. В Нерюнгринском районе активно продолжает свою работу местное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». На сегодняшний момент уже более 1200 детей из Нерюнгринского района вступили в это движение. Сборная команда кикбоксеров готовится к главному старту этого года – чемпионату России. Якутские спортсмены будут представлены в 10 весовых категориях в разделах лоу-кик и К1. Здесь побеждал на Дальнем Востоке по юности, также побеждал много по республике. Якутия с опережением сроков успешно завершила работу по восстановлению подшефного города Кировская в ДНР на этот год. Об этом рассказал руководитель Единого координационного центра региона Андрей Федотов. Он подчеркнул, что республика не только восстанавливает инфраструктуру города Кировская, но и помогает налаживать нормальную жизнь. Так, в городе нормализовали подачу тепла и водоснабжение, которые годом ранее давали только на несколько часов в сутки. Кроме этого, в Кировском появилась Сергея, которую установили при участии глав Якутии и ДНР. Этот объект внесли в список городских достопримечательностей. При этом в городе продолжают восстанавливать храм Иоанна Кронштадтского по народной инициативе, которую поддержали строители из Якутии. Денис Пушилин вручил Айсену Николаеву за укрепление сотрудничества между ДНР и Якутией региональные награды, орден дружбы и юбилейную медаль, посвященную годовщине воссоединения Донецкой Народной Республики с Россией. Вручая награды, Денис Пушилин выразил жителям Якутии искреннюю благодарность за восстановление города Кировская. В городе Кировская Якутия уделила особое внимание восстановлению школ. Силами республики открыто отделение МФЦ. Работает филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Также был благоустроен парк Победа, где в знак дружбы с Якутией установлен национальный символ Серге. Якутские офтальмологи в очередной командировке провели в Кировской городской больнице уже 407 операций. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что благодаря благородному самоотверженному труду медиков тысячи людей получают возможность видеть мир во всех его красках. Ранее сообщалось, что 25 октября бригада врачей из Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы начала прием пациентов в центральной городской больнице города Кировская. Это 4-я командировка якутских медиков в подшефный город. Глава Якутии Айсен Николаев и глава ДНР Денис Пушилин установили символичное Серге в городе Кировская. Кроме этого, в рамках рабочей поездки посетили школу номер 2, где при поддержке республики был открыт первый в ДНР современный IT-центр. Торжественный запуск центра состоялся во время Восточного экономического форума. В IT-центре каждый желающий может пройти образовательные курсы и получить помощь при создании технологических стартапов. Работы по восстановлению Кировского были начаты с мая 2022 года. За это время в подшефном городе было восстановлено 52 объекта городской инфраструктуры.
За самоотверженность и защиту жители Алдана поблагодарили участника спецоперации, находящегося в отпуске. Состоялась встреча местных поэтов и юных патриотов с героем. Какие напутствия гость дал молодежи, узнали наши корреспонденты. Строки стихотворений, ставшие откликом на события, которые происходят за много тысяч километров, словно полнятся болью и надеждой, кои стали общими для всех нас. В зале библиотеки имени Некрасова состоялась встреча жителей Алдана с участником специальной военной операции. Сейчас, в эти дни, новейшая история творится там, на западе нашей Родины. И вот эти встречи с молодыми, это, конечно, это очень и очень нужное дело, чтобы ребята знали, что происходит, в какие времена они живут, что происходит и что ждет их впереди, ради чего все это. За патриотизм, отвагу и готовность защищать народ героя тепло благодарили поэты и писатели творческого клуба «Вдохновение». Поэтесса Валентина Волкова вручила гостю оберег, выполненный специально для него. На встрече с военнослужащим впервые присутствовали школьники, члены молодежных патриотических объединений Алдана. Такие встречи действительно нужно проводить, чтобы ребята могли поближе и контактировать и общаться, чтобы понять, почувствовать, насколько действительно это тяжело, психологически, физически, чтобы какие-то уроки, какие-то наставления дали. И также, чтобы военнослужащие СВО понимали, что они не одни, что за них всегда переживают, им всегда помогают. О причинах и задачах спецоперации школьники знают. Патриотическому воспитанию молодежи уделяется большое внимание. Возможность общения с военнослужащим вызвала у подростков особенный трепет. Участники встречи вспомнили тех, кто сейчас далеко от дома отстаивает безопасность страны и спокойствие жителей. Оставшиеся дома земляки стремятся максимально поддержать героев. Мы записывали на данный момент на днях видео в поддержку им, чтобы им не было трудно в это сложное время. Собирали посылки для них, школами писали письма для них, от юной армии писали письма. Пронзительная атмосфера встречи вызвала бурю эмоций в каждом из присутствующих. А напутствия, которые гость дал подросткам, стали бесценными. Каждое слово было наполнено выстраданным и пережитым опытом. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. «В тылу я не останусь» – книга-сборник, посвященная памяти участника специальной военной операции, посмертно награжденного орденом мужества Василия Данилова, презентована в Якутии. Книга в своей основе рассказывает о жизни Василия, о том, каким человеком он был. Автор Сергей Москвитин со своей женой постарались собрать отзывы и воспоминания о нем, о его подвигах и стремлении из первых уст. Напомним, старший сержант, уроженец Усть-Алданского района Василий Данилов, неоднократно рискуя своей жизнью, спасал раненых товарищей на поле боя. За преданность делу, ответственность и дисциплину его уважали сослуживцы. Он героически погиб во время последнего боя под селом Павловск в Донецкой Народной Республике. Люди, мы, народ, должны знать о своих соотечественниках, которые служат сейчас, оберегают границы нашей России, о тех, которые пали геройски на поле боя там же. И книга больше говорит об этом, о том, какие у нас растут истинные герои и бойцы. Военный корреспондент НВК «Саха», директор дирекции радиовещания Николай Бестинов попал в шорт-лист премии «Звезда Дальнего Востока» в номинации «Красная строка». Премия «Звезда Дальнего Востока» проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента России с Дальнего Востока Юрия Трутнева. В этом году темой мероприятия впервые стало восстановление Донбасса и волонтерство в зоне спецоперации. В этом году лауреатов наградят в 5 номинациях: «Все для победы», «Вузы для СВО», «Красная строка», «Волонтерство» и «Новаторство». «Мы вместе» под таким названием в Якутске состоялась акция в поддержку участников специальной военной операции. Программа мероприятия включала в себя мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей и блиндажных свечей, урок мужества, выставку рисунков и многое другое. Участниками патриотического мероприятия стали ученики медицинских классов столичных учебных заведений и воспитанники кадетской школы. Тему продолжит Даяна Федорова. В колледже развернулись мобильные бригады мастерских, организованы пункты сбора лекарственных препаратов и тканей. Помимо этого состоялся мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей. Для того, чтобы заниматься их изготовлением, студенты прошли обучение у волонтеров опорного пункта. Нужно плести как хаотично,
в хаотичном порядке, чтобы сделать ассоциацию леса, чтобы было видно, как лес. Тут нужно использовать такие не цветные, а цвета, как лес. Это может быть зеленые, так, коричневые цвета. Также участники акции ознакомились с изготовлением блиндажных свечей. Столь трудоемкий процесс и ответственную задачу доверили отделению зубных техников. За время проведения мастер-класса они подготовили порядка 150 свечей. Банка подбирается, накатывается, чтобы ровно было, подготавливается размер банки. Они разные. Кордонный, гофрированный кордон, и именно гофрированной дырявой, то есть стороной вверх должен, чтобы расплавленный воск туда попадало. Желающие могли написать письма бойцам СВО. Треуголки писем отправляли фронтовикам во времена Великой Отечественной войны. Традиции прошлого продолжили студенты колледжа. Желающие написали письма от руки. Весточку отправила и Христина Павлова. Она является педагогом-библиотекарем школы номер 12. Это письмо я написала на якутском родном языке, и каждому бойцу будет приятно получить письмо из родного края, и я надеюсь, что будет ему очень приятно и будет ему помогать в трудных ситуациях. Слова благодарности и пожелания военнослужащим донесли с помощью специальной интерактивной кабины, где участники записали видеообращение. Дорогой боец, мы студенты Покровского колледжа. Благодарим за мирное небо над головой. Желаем скорее вернуться домой к родным и близким. Помимо этого, студенты и преподаватели собрали денежные средства. Их вместе со всеми изготовленными материалами передадут в Центр по работе с волонтерами республики для дальнейшей передачи участникам СВО. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» и мы продолжаем. Вопросы сотрудничества между Якутией и Китаем обсудили в Доме правительства. Как отметили стороны, это не первая совместная встреча. Ранее в рамках проекта «Один пояс, один путь» в октябре текущего года проведен ряд переговоров в Поднебесной. Руководитель китайской делегации Джао Лиджи выразил заинтересованность в развитии отношений с Якутией. Так, первый вице-премьер Джулустан Борисов подчеркнул, что товарооборот уже превысил отметку в $200 миллиардов. Прошла рабочая встреча с китайской инвестиционной компанией по вопросу совместной реализации проектов по разработке нефтегазовых месторождений в арктической зоне Республики Саха-Якутия. Также рассматривается вопрос создания совместной нефтесервисной компании. В Якутске завершился двухдневный федеральный форум «Цифровой алмаз». Открыли второй день форума. Сразу два мероприятия на разных локациях. Подвели промежуточные итоги арктической стартап-экспедиции в креативном кластере «Квартал труда» и республиканский хакатон в точке кипения. Затем открыли финал всероссийского конкурса «Моя профессия IT». Подробности самых значимых событий у Марферины Алексеевой. Второй день форума ознаменован рядом стратегических решений. Так, Фонд национальных технологических инициатив выделит Якутии 100 миллионов рублей на открытие новых кинозалов. Еще 123 новых кинозала откроются в малых селах Якутии по проекту «Экстра Синема». Сегодня в республике уже действует 27 залов. В следующем году за счет регионального бюджета откроется еще 23 и 100 залов с помощью национальных технологических инициатив. Так, в Якутии будет создана сеть, которая по масштабу будет единственной в России. «Экстра Синема» на этом не останавливается. На форуме они представили новую модель кинопроекта. Проектор разработан специально для больших учреждений, для домов культуры, для университетов. Он очень яркий и имеет встроенный медиасервер, который может любой зал практически превратить в кинозал и демонстрировать там лицензионное кино. То есть если наша первая модель проектора была для небольших населенных пунктов,
там, до 10 метров ширины экрана, а этот уже может работать до 14 метров ширины. Лучшую креативную практику Якутии масштабировали на 18 регионов России. Так, дальневосточная стартап-экспедиция переросла в арктическую. Это конкурсная презентация проектов по 8 направлениям. На форуме состоялся финал по разработке игр. Мы подводим итоги по 4 из них, предварительные итоги. Это у нас прошли, получается, с сентября по текущий день. По анимации в Хабаровске, по кино в Мурманске, по дизайну одежды в Биробиджане. И здесь, на площадке цифрового алмаза, 12 разработчиков игр представили свои проекты. И в каждом из направлений один победитель получает приз в сумме 1 миллион рублей. Уже есть, да, первые какие-то от экспертов, например, от Сколково, уже заинтересованность в том, чтобы развивать эти проекты, потому что большой потенциал в них. Арктическая стартап-экспедиция может стать международным проектом. Участие в нем могут принять страны Азии и Ближнего Востока. Об этом на форуме заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики России Алексей Чекунков. Мы активно сейчас развиваем сотрудничество со странами, которые разделяют позицию России, уважают позицию России, защищать суверенные ценности, защищать многополярный мир сотрудничества, гармонии. И такие наши крупные страны-партнеры и в Азии, и на Ближнем Востоке, и во всем мире, я уверен, будут заинтересованы участвовать в таком формате. Поэтому будем работать над тем, чтобы стартап-экспедиция вовлекала в себя все больше ребят, профессионалов и с Дальнего Востока, и с России, и со всего мира. Новшество форума этого года – практические сессии. Это прямое взаимодействие участников и экспертов, обратная связь и реальные действия для осуществления тех или иных предложений. Уже сегодня видны положительные результаты практических сессий. В результате этого форума, в котором принимают участие много руководителей региональных органов власти со всей Российской Федерации, связанных с цифровой трансформацией, будут подготовлены ряд практических предложений для реализации крупного национального проекта, который в нашей стране стартует, экономика данных. И, конечно же, здесь вот я считаю, что как раз такие мероприятия, как наш цифровой форум, цифровой алмаз, на котором встречаются именно практики, это будут те площадки, с которых будут генериться те предложения, которые потом уже найдут свое воплощение в нашем новом национальном проекте. Это очень важно, это очень нужно. Закрытие форума ознаменовалось награждением участников мероприятий форума «Цифровой алмаз». За 2 дня форум посетило более 2000 участников. Подписаны десятки экономически важных соглашений для реализации инициатив в сфере высоких технологий, образования и финансирования проведения интернета в удаленные поселения Якутии. Республика в очередной раз объединила регионы в сфере креативных индустрий и подтвердила высокий статус развития в этой сфере. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. В рамках популяризации робототехники для дошкольников Алмазного края проводят образовательный марафон «Будущее рядом». Проект был реализован благодаря сотрудничеству Мирнинского регионального технического колледжа и автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Алмазик». Более подробно смотрите далее. В начале июля дошкольная организация «Алмазик» подала заявку на участие в грантовом конкурсе и стала одним из его победителей. И вот теперь на базе Мирнинского регионального технического колледжа каждую субботу в рамках реализации полученного гранта проводят образовательный марафон «Будущее рядом». Это очень замечательный проект. Мы планировали, что у нас будет участвовать 200 человек, то есть 100 детей и 100 взрослых. У нас по итогу сейчас уже 550 человек посетило, то есть это дети с родителями. Больше, самое интересное, нравится даже не детям, нравится родителям, нравится папам, мамам. И это замечательный проект, который мы думаем сделать, пустить в серию, в следующем году его повторить. Этот марафон позволил создать инновационную развивающую площадку для детей от 6 до 10 лет, предусматривающую знакомство детей с интерактивными технологиями, с основными понятиями в области конструирования, программирования и коммуникации. Взрослые, родители, те, которые приходят вместе с детьми, они являются основными именно потребителями будущих образовательных услуг и которые будут помогать своим детям в профессиональном самоопределении. Ежедневно, вот по субботам и где-то охват, если так, в среднем 60 детей и, конечно, родители. Нужно говорить, что тут с родителями приходят и дедушки, и бабушки, и братья, и с каждым разом у нас их детей, вот желающих становится
становится больше. И мы очень рады, что те результаты, которые мы подавали в заявочной документации, они не только выполнены, они перевыполнены. Интеграция робототехники в образовательную деятельность школы и детского сада может показать детям, насколько интересен мир науки и техники, мир инженерных технологий и может стать хорошим подспорьем популяризации инженерных профессий. Вообще очень прекрасно. Да. Самим интересно взрослым. Я думаю, что детям вообще супер. И мы давненько не были в МРТК, конечно. Появились новые здесь технологии, да, скорее всего, и очень интересно. Я думаю, что очень интересно. Даже взрослым очень интересно. Да, посмотреть. Дети вместе с родителями проходят по 6 станциям, в заключении которых детей ждал Промобот, один из самых многозадачных роботов в мире. Промобот разговаривал с ребятами и задавал им интересные вопросы. Я сегодня управляла роботами. Делали занятия и получали браслеты. Партнерами проекта являются представители муниципальной образовательной экосистемы, региональный технический колледж в Мирном, Центр дополнительного образования и общеобразовательные школы Мирного. Также в организации мероприятия привлечены студенты МРТК в качестве волонтеров. Ну а итогом проекта станет организация Академии робототехники для комплексной поддержки педагогических работников по вопросам более активного внедрения робототехники в детские сады некоммерческой организации «Алмазик» и проведение ежегодного чемпионата среди детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста «Лига роботов». Анна Васильева, Якутия. День за днем. Авторы документального фильма «По пути оленей» Диана Худаева и Сардана Барабанова из Якутии получат 1 миллион рублей за победу в финале проекта арктической стартап-экспедиции «Дальний Восток» и «Арктика России». Все финалисты прошли образовательную программу для молодых кинематографистов «Киношторм» кинофестиваля «Северный характер». Мы старались показать в своем фильме настоящие переживания настоящих людей, передать аутентичный дух традиций, как герои преодолевают вызовы современного мира, рассказала Диана Худаева. Всего на конкурс поступило 115 заявок из 15 регионов. В финал прошли 11 проектов. Национальная вещательная компания «Саха» провела презентацию своих мультфильмов для воспитанников столичного детского сада. Вниманию детей были представлены полнометражный мультфильм «Айтал и волшебная сила», а также мультсериал «Току-2». Отметим, что продолжение последнего проекта было произведено в связи с многочисленными просьбами зрителей. Второй сезон состоит из 10 серий. Старт показу мультсериала «Току-2» в эфире НВК «Саха» будет дан в декабре. Подобные проекты для детей компания реализует в целях сохранения родного языка и культуры. Важным событием в этом деле станет планируемое открытие отдельного детского телеканала. У нас есть план работы. Это 1 июня мы очень хорошо провели детям. Провели большое масштабное мероприятие, фестиваль якутской анимации, поскольку, как мы все знаем, НВК сейчас принял новый слоган «НВК объединяет», поэтому мы решили тоже объединить всех, кто любит якутские мультфильмы, кто делает якутские мультфильмы и кто хочет создавать и работать над созданием якутских мультфильмов. Число подписчиков госпаблика в Якутии достигло 400 тысяч. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом республики Василий Десяткин. Он добавил, что этот показатель свидетельствует о высоком интересе и доверии граждан к официальным источникам информации. На сегодня почти 2500 организаций республики представлены в социальной сети ВКонтакте в городах и в самых отдаленных поселках. Официальные страницы госучреждений позволяют быстрее решать вопросы, возникающие у граждан, и предоставлять актуальную информацию о работе ведомств. По итогам мероприятия наградили лучшие госпаблики. Госпаблики в том числе выполняют очень важную функцию вот именно обратной связи, где житель может оставить не только жалобу, как мы привыкли это видеть, но и простое обращение. Да? То есть особенно это касается школ, детских садов, тех учреждений, где большая аудитория, да? То есть людей, пользующихся услугами этого учреждения. Конечно, это служит еще и каналом обратной связи. Администратор госпаблика, увидев вопрос, адресованный организации, он, соответственно, берет это в работу и отвечает. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. В микрорайоне Звездный ввели в эксплуатацию очередной жилой дом. В Якутске после 10 лет ожидания дольщики получили ключи от квартир. Премьер Кирилл Бычков торжественно вручил ключи жителям многоквартирного дома в микрорайоне Ильинка. Тему продолжит Марферина Алексеева. В 2013 году более 40 граждан вступили в долевое строительство с компанией «Черов ИК». Срок ввода 32-квартирного четырехэтажного дома был назначен на 2015 год. Однако вскоре застройщик был признан банкротом. И до 2019 года дольщики жили в неведении о дальнейшей судьбе дома, при этом исправно платя ипотеку. Мы как-то под Новый год, когда муж получил какую-то небольшую компенсацию, решили вложиться. А тут мы поискали. Давай туда, там где-то окраина. Для нас это для стариков как раз подойдет. И туда вложились. Но потом все затихло. Мы деньги носили, не знаем куда. А потом вообще заглохло. Даже не верю, что этот дом построен. Но, слава богу, построили. В октябре 2019 года в Якутии был создан Республиканский фонд защиты прав дольщиков. Тогда граждане провели соответствующие процедуры, чтобы по объекту было принято решение о завершении строительства. Проблемный дом был включен в программу публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и передан на достройку Республиканскому фонду защиты прав дольщиков. Один из, наверное, важнейших социальных вопросов, который стоит в повестке у Министерства строительства и у фонда Республиканского фонда обманутых дольщиков. Мы поручения и президента, и главы республики выполнили в этом году. Мы все объекты эти вводим. У нас больше не будет обманутых дольщиков. Надеюсь, что и в будущем, потому что мы также занимаемся тем, что мониторим и следим за тем, чтобы новые объекты, которые с участием долевого строительства возводятся, чтобы не было ни задержек, ни передвижки сроков, ни, конечно, таких вот больших проблем, когда люди по 10 лет ждут законное свое право. Республика одна из первых вошла в программу федерального фонда. Всего в программу вошло 10 проблемных домов. По 6 объектам дольщикам осуществлены выплаты. По 4 принято решение о завершении строительства. 3 из них сданы. Последний объект – это 16-этажный дом по Автодорожной. На сегодня он достроен и будет введен до конца этого года. Таким образом, права пострадавших граждан будут полностью восстановлены до конца 2023 года. Марферина Алексеева, Иван Сорокаумов, Якутск. Айсен Николаев проверил ход строительства Якутского республиканского онкологического диспансера. Объект возводится по президентскому национальному проекту здравоохранения. Сдать его в эксплуатацию планируют в этом году. Глава республики ознакомился с ходом работы и поставил перед органами исполнительной власти и подрядными организациями задачу ввести объект до конца декабря. Он отметил, что этот график не подлежит обсуждению. Ранее срок сдачи объекта перенесли на несколько месяцев из-за изменений в документации. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы. В уже готовых зонах ведется установка медицинского оборудования. Большая часть аппаратуры уже поставлена на объект, в том числе компьютерный томограф, ангиограф, рентгенаппарат и другая техника. В последнее воскресенье ноября Якутия, как и вся Россия, празднует День матери. О том, как этот праздник встречают якутянки, в нашем следующем сюжете. В будний снежный день ноября в зале Республики Дома правительства по-настоящему тепло и нарядно. Накануне Дня матери в России государственными наградами отмечены 15 якутянок. Среди наград – знаки «Высшая благодарность матери», «Материнская слава второй степени», «Материнская слава третьей степени» и знак Софии Сидоровой. Родивших и воспитавших 7 и более детей отметили званием «Мать-героини». Среди них Любовь Иванова, мать 11 детей, Чинара Тишибаева, мать 10 детей и Ольга Яковлева, мать 7 детей, один из которых является чемпионом России по робототехнике. Подобные мероприятия по повышению престижа материнства и оказанию материальной поддержки будут проводиться и дальше. Вот такие мероприятия у нас в республике проводятся. Во-первых, мы уделяем большое внимание, они у нас традиционные. Это и ко Дню матери в Российской Федерации, ко Дню матери в Якутии тоже проводятся большие мероприятия. У нас целый месячник проходит вот с октября по ноябрь месяц, в рамках которого стараемся привлечь все, начиная от детских садов, школ, это наши студенты, на предприятиях организаций проходит чествование своих матерей. И вот эти вот традиции, конечно, мы стараемся сохранять, развивать. Якутия – лидер Дальнего Востока и
и даже страны по демографическим показателям. Этот факт стал одной из тем встречи президента России Владимира Путина с главой Якутии Айсеном Николаевым. Что особенно радует, да, это то, что у вас растет выше, чем в среднем по стране, и вообще в целом хорошие показатели, естественно, прироста населения и роста численности постоянного населения. Вот это, конечно, такой совокупный показатель того, что делается в республике. Как вам это удается? Большое спасибо. Я считаю, что это вот результат той политики, которую вы проводите по поддержке Дальнего Востока. Мы сегодня реально 7-е место по стране занимаем по рождаемости, 1-е на Дальнем Востоке. И самое главное, что у нас люди перестали уезжать. Эта встреча была в мае, а уже в июне в республике празднично встретили долгожданное событие – рождение миллионного жителя. Девочка родилась в семье Ануфриевых из города Мирный. Всего за 5 лет численность населения Якутии увеличилась на 50 тысяч человек. Вот это развитие экономики, развитие социальной сферы, оно ведет к тому, что у нас якутян с каждым годом становится больше, и якутяне живут дольше. С каждым годом становится больше многодетных семей, а по рождаемости Якутия занимает 7-е место по стране. Демографы утверждают, ключевую роль в росте рождаемости в Якутии играют меры поддержки, которые оказываются в республике в рамках национального проекта. Президент России Владимир Путин инициировал его в 2019 году. За это время объемы прямых выплат на поддержку материнства и детства выросло в 4 раза, до 27 миллиардов рублей. И с этого времени динамика рождений резко пошла вверх. В 2023 году в республике действуют 33 федеральные и региональные меры социальной поддержки многодетных семей. Это и материнский капитал «Семья», и предоставление бесплатных земельных участков, а также «Дети столетия» – дополнительная мера поддержки граждан в связи с рождением детей в юбилейный год столетия Якутской ССР. Очень рада за такую поддержку, потому что сейчас очень она нужна нашим семьям, которые родили очень много детей. Всеми льготами я пользуюсь. Это очень такие нужные льготы, да, для семей. Пособия, они тоже очень оказывают колоссальную поддержку для бюджета семьи. Дети столетия очень хорошее, вот дополнительно еще на 5 лет продлили. Я очень рада, потому что очень молодых очень много, чтобы они тоже получили это. Семьи пользуются правом на льготное посещение учреждений культуры и спорта и целевые обследования здоровья женщин, помощь в трудоустройстве и открытии своего дела. Последнее возможно благодаря социальным контрактам. За 5 лет их заключили более 15 тысяч семей с детьми. Такая мера господдержки также реализуется в рамках президентского национального проекта «Демография». Сказать честно, не верила, что государство так помогает начинающим предпринимателям, но сейчас удостоверилась в этом на своем опыте. Для нас, многодетной семьи, получение поддержки от государства явилось огромной радостью и помощью. На своем примере и на примере своих знакомых могу сказать, что практика социального контракта очень понравилась якутянам. Искренне благодарим президента России Владимира Путина, главу республики Айсена Николаева и правительство Якутии за огромную поддержку начинающим предпринимателям, представителям бизнеса и неравнодушным гражданам. Республика планирует и дальше работать в этом направлении. В текущем году глава республики подписал указ о некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в Республике Саха-Якутия. Утвердил региональную программу по повышению рождаемости в республике на 2023-2025 года. Также сейчас вносятся корректировки в нынешний перечень мер социальной поддержки многодетных семей. Чтобы и дальше поддерживать семьи Якутии, мотивировать их на решение о рождении детей, с 1 января 2024 года мы вводим новые меры, которые учтены как раз в проекте бюджета нашей республики, который сейчас рассматривается в парламенте республики. Молодым семьям, впервые вступающим в брак в возрасте до 25 лет, будут получаться 50 тысяч рублей. Республиканский материнский капитал «Семья» при рождении 3-го ребенка и последующих детей увеличится в 2 раза до 300 тысяч рублей. Все это не просто меры материальной поддержки, это проявление глубочайшего уважения к материнству, которое в нашем народе всегда будет жить. По словам президента России Владимира Путина, главной целью реализуемых планов в сферах экономики, транспорта, в инфраструктуре Дальнего Востока является повышение качества жизни граждан, создание комфортных условий для учебы и работы, отдыха и воспитания детей, чтобы добиться устойчивого прироста населения.
Напомним, что 22 ноября Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи. Более 275 тысяч обращений приняли операторы службы здравоохранения Республики 122 с начала этого года. В Минздраве Якутии отмечают, что чаще всего поступают звонки по вызову врача на дом, записи на прием к врачу, также по вопросам, касающимся лекарственного обеспечения, вакцинации, диспансеризации, медосмотров и новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что с прошлой недели колл-центр единой службы начал осуществлять обратные звонки пациентам, записавшимся в лист ожидания Якутского специализированного стоматологического центра. Кроме того, запустили услугу записи к врачам-наркологам и психиатрам для получения справки. На этой неделе в Ленске работала бригада врачей из города Якутска. Они проводили отбор ленчан на плановое оперативное лечение. Оно будет проходить во второй республиканской больнице. Направление на операции получили 45 человек. Для ленчан такие приезды врачей важны, ведь сегодня в Ленской ЦРБ нет многих узких специалистов. Подробности далее. Проблема с кадрами в Ленской ЦРБ уже несколько лет стоит очень остро. На сегодняшний день она укомплектована врачами всего на 57%. Это несмотря на то, что ежегодно прибывают в район новые специалисты. Как у нас было, на 10 терапевтических ставок 2 терапевта, так это, в общем-то, и остается. Прибыли к нам по весне врач-фтизиатр, и она же была врачом-эндоскопистом. У нас уехал наш доктор-эндоскопист сначала в отпуск, потом вот он уволился, но она подхватила, и перебоя никто не заметил. Но, к сожалению, ей пришлось уехать, она нас в августе тоже покинула. Буквально на днях по приглашению главного врача прибудет врач-хирург. Также ожидается приезд доктора-кардиолога. Уже приступил к работе новый реаниматолог. Активно ведем работу, я сама лично ищу, подбираю кадры. Пишу, выхожу на людей, выходит кто-то на меня, мы переписываемся. Ну, то есть вот таким образом работа все равно ведется, потому что кадры решают все. И пока у нас не будет кадров, у нас очень многие вопросы будут, конечно же, зависать. Сложившуюся ситуацию помогают решить республиканские врачи. Несколько раз в год они приезжают в Ленск. В течение нескольких дней проводят прием пациентов. Тех, кому необходимо обследование или оперативное лечение, они направляют в город Якутск, в республиканскую больницу. Очередной приезд состоялся на этой неделе. На протяжении 2 дней в Ленской ЦРБ вели прием пациентов лор, кардиолог, эндоскопист, колопроктолог, травматолог-ортопед, УЗИст по сосудам и сердцу и абдоминальный специалист УЗИ. Бригада врачей из 2-й республиканской больницы под руководством Павла Ермолаева отбирала пациентов на плановое хирургическое лечение. Для подбора это не диспансеризация, не медосмотр. Поэтому мы заранее обговорили администрации Ленского ЦРБ, чтобы подбор, чтобы, например, кардиологу, чтобы готовыми ЭКГ было, да, для травматолога, чтобы рентген-снимки или МРТ, что необходимо чтобы ожидания не было. Виктория Шерстюк пришла на прием к лор-врачу по записи. Девушку беспокоит постоянная ангина. Перед осмотром очень переживала, но он прошел быстро, и результатом Вика осталась довольна. Ну, доктор мне понравился и говорит четко и понятно, и все. Я вроде поняла, он даже прошла с одной проблемой, устранил ее другую проблему. Как бы. Неплохой доктор, мне понравился. То есть у нас просто в городе лора нет. Павел Николаевич прописал Виктории лечение, которое она намерена тут же начать. У меня отечность миндалин постоянно, то есть хронические танзелиты, я не знаю, что с этим делать. Я уже думала, может, удалять их нужно. А у нас, чтобы ехать, это мне нужно брать отпуск и тратить свои деньги, а тут проконсультировалась бесплатно. Я пришла с одной проблемой, устранили мне серную пробку вот в этом ухе, убрали ее. Вроде слышу даже лучше, чем было. Прием пациентов проходил с утра до позднего вечера. Врачи в день осматривали более 20 человек. У кабинетов якутских специалистов собирались очереди. Многие приходили без записи, в надежде попасть на консультацию. Конечно, это удавалось, но не всем. Самые длинные очереди стояли у кабинета кардиолога и УЗИ по сосудам и сердцу. Бригада врачей осмотрела более 220 человек. Из них 45 было направлено на оперативное лечение. 16 человек получили направление от лор-врача, 13 вызвал на операцию кардиолог, 9 колопроктолог и 7 пациентов ортопед. Сегодня, к сожалению, нашли онкобольного. Я, например, нашел. А по УЗИ, по показаниям все, во время обеденного периода мы обговорили, там нашли тоже образование по УЗИ, например. Да? Поэтому конкретно
Например, вот этого пациента я перенаправил, ускорил из местных врачей, сказал, чтобы ускорить, направить на онкодиспансер. Остальные пациенты могли выбрать дату поступления на оперативное лечение любую. Многие приурочили ее к отпуску. Я записал пациента, да, и дал рекомендации, какими готовыми анализами подходить. Она будет проходить перечень, я дал, она должна все следовать. Например, сегодня прилетел, и можно поступить, на следующий день уже операция, а через 3-4 дня выписывается. Операции в республиканской больнице для линчан станут абсолютно бесплатными. Вопрос нехватки специалистов находится на контроле не только главного врача, но и районных властей. Приезжим врачам выделяются служебные квартиры и выплачиваются подъемные. В этом году, благодаря районным депутатам, была утверждена новая программа здравоохранения, в которой говорится о дополнительных мерах поддержки приезжих врачей, в том числе и о подъемных, которые в следующем году повысятся и будут составлять 1 миллион рублей. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем», и мы продолжаем. В Нерюнгринском районе активно продолжает свою работу местное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». На торжественной презентации движения побывала наша съемочная группа. Это наше время. Время мечтать, покорять новые вершины и продолжать историю нашей страны, ее традиции и культуру. Время создавать команды, ставить амбициозные цели, гордиться результатами, менять мир к лучшему. Большой фестиваль первых прошел в Нерюнгри. Для гостей и участников фестиваля силами первичных организаций, созданных на базе образовательных учреждений города, прошли творческие мастер-классы. Но украшением фестиваля стал большой концерт-презентация, где были представлены направления движения первых, результаты которых удалось достичь к настоящему времени и представлены планы на будущее. В фестивале сегодня принимают участие молодые люди наши, непосредственно участники, несовершеннолетние. Это ребята от 6 до 18 лет. И также взрослые, все, кто старше 18, это наши наставники, это педагоги, родители, все заинтересованные в воспитании нашего подрастающего поколения. Перед участниками движения первых открываются большие возможности для самореализации и успеха. Ведь участники движения действуют как одна команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого. Мероприятие очень крутое, на самом деле, потому что тут движение первых. Движение первых – это перспективы для нашей молодежи и вот для детей в целом. Ну, мы можем очень много делать в движении первых. Очень много всяких мероприятий, очень много занятий. Движение первых – это очень круто. Огромное значение имеет движение первых. Прекрасная федеральная программа. Я, как представитель дошкольного образовательного учреждения, хочу открыть первичное отделение на базе детского сада, потому что это возможность для молодежи, для молодого поколения развиваться, двигаться вперед, участвовать, познавать возможности и узнавать их. Даже в нашем небольшом Нерюнгри у нас есть эти возможности, у нас есть эти ресурсы. И мы хотим с самых маленьких, самых наших младших воспитанников показывать, рассказывать и приобщать их к этому движению. Движение первых набирает все большую популярность среди подростков Нерюнгринского района. Количество его участников, желающих найти себе друзей и близких по убеждениям, увлечениям и интересам, растет с каждым днем. Что касается движения первых в Нерюнгринском районе, на сегодняшний момент уже более 1200 детей из Нерюнгринского района вступили в это движение, и с каждым днем, без преувеличения, это число увеличивается, и это действительно радует. И вот сегодня у нас проходит первый фестиваль первых, и будем надеяться, что в дальнейшем это даст свои плоды, положительные плоды для развития нашего района. Присоединиться к движению может любой желающий, как молодежь от 6 до 18 лет, так и люди старше 18, пройдя регистрацию на официальном сайте. Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри, Якутия. День за днем.
В Ленске прошел форум «Ленский берег». 8 авторов молодежных проектов получили грантовую поддержку. Организатором мероприятия, как и все предыдущие 12 лет, выступил Комитет по молодежной и семейной политике. На защите проектов побывала и наша съемочная группа. Участниками форума стали школьники, студенты техникума, педагоги, спортсмены и простые жители, неравнодушные к проблемам Ленского района. За 2 дня активная молодежь разработала 27 проектов. Направления различные. Это и патриотическое воспитание сложных подростков, трудоустройство учеников коррекционной школы, развитие бадминтона, обустройство спортивного зала в техникуме тренажерами, лавочки в школе поселка Пеледуй и еще ряд интересных идей. Проект называется «Соболенок», скажем так, потому что символ города Ленска – это соболь. Это патриотический проект – создать военный лагерь, именно, звучит как вот так, военизированный такой оздоровительный лагерь для трудных подростков именно летом. Потому что именно летом они ничем не заняты. Именно в это время растет их уровень правонарушений, они учатся не тому, чему нужно. Именно поэтому на это нацелен проект, чтобы им помочь, чтобы их занять. Интересный проект, который сразу выделили жюри, представили педагоги коррекционной школы. Наш проект называется «Ботоматика». Он построен на профориентации детей со статусом ОВЗ. Мы хотим сотрудничать с ООО «Ботомайская», чтобы наши дети проходили там практику, чтобы в дальнейшем смогли приобрести навыки, чтобы потом устроиться там на работу. Каждый месяц они будут ездить туда 1 раз в месяц. Мы будем возить, они будут проходить практику, теоретические, практические знания, где-то ознакомления, экскурсии. На реализацию этого проекта девушкам требовалось 149 тысяч рублей. Как рассказали участницы форума, договоренность с предприятием на прохождение практики есть. Муниципальный перевозчик «Гранит» готов доставлять ребят к месту ее проведения. Еще один важный и нужный проект – это обновленная комната для выписки новорожденных. Суть моего проекта заключается в том, чтобы оборудовать выпискную комнату родильного дома в городе Ленске, провести косметический ремонт и оборудовать фотозону бесплатную, которой могут все пользоваться, а также создание баннера переносного, который можно выносить на улицу и фотографироваться в любое время года. И также на базе этого будет произведен конкурс на лучшую работу, который будет называться «Семья – это главная ценность», и лучшие работы будут размещены вот в этой комнате для выписки. Защита проходила в течение нескольких часов. По ее итогам грантовую поддержку получили 8 авторов новых идей на сумму от 80 до 150 тысяч рублей. Благодаря поддержке обновится комната в родильном отделении, получит развитие секции бадминтона, продолжатся групповые занятия бегом. Появятся лавочки в школе поселка Пеледуй. Конечно же, ученики коррекционной школы смогут ездить на экскурсии в Ботомайское. А также жители смогут узнать больше о истории района благодаря travel-видео. В этом году грантовый фонд составил 1 миллион рублей. В следующем году сумма будет увеличена вдвое. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске наградили лучших олонхасутов, исполнителей осоха и народных мастеров республики. Им вручили стипендию главы Якутии в размере 30 тысяч рублей. А уроженцу Сунтарского улуса, народному сказителю Никандру Тимофееву, вручили пожизненную стипендию за вклад в распространение культурного произведения эпоса для юных талантов. Отметим, что в следующем году будет подписан указ главы, а в мае 2025 года появится День осоха. Они по велению своего духа занимаются этим делом. И стипендия главы нашей республики – это, еще раз я говорю, это акт поддержки и акт признания ихнего таланта, ихнего вклада, сохранением и распространением эпического наследия, величайшего наследия нашего народа. Сборная команда кикбоксеров готовится к главному старту этого года – чемпионату России. Соревнования пройдут в Перми с 27 ноября по 2 декабря. Якутские спортсмены будут представлены в 10 весовых категориях в разделах лоу-кик и К1. Подробности в следующем сюжете. Более 1000 лучших файтеров страны сойдутся на ринге. В этом году чемпионат России по кикбоксингу объединил все 6 разделов этого вида спорта. Якутские спортсмены будут представлены в 10 весовых категориях в разделах лоу-кик и К1. В преддверии главного старта страны ведется активная подготовка.
Спортсмены прошли все этапы подготовки в летнем лагере «Монетах» и в Центре спортивной подготовки «Триумф». Среди участников предстоящего чемпионата в составе сборной команды Якутии медали будут оспаривать лидеры. Вадим Колтовской, к слову, трехкратный чемпион России, вернулся в строй после трехгодового перерыва из-за травмы. Также на ринг выйдет двукратный чемпион страны Михаил Иванов, чемпион России Тимофей Сивцев. Наряду с опытными спортсменами свои возможности опробуют и молодые кикбоксеры. Здесь побеждал на Дальнем Востоке по юности, также побеждал много по республике, по боксу, по кикбоксингу, по тайскому боксу, по ушу. Много почему выступали. С земляками встречался, с тренерами Чеченской Республики. Они говорят, что только с Чеченской Республики 5 человек на мой вес. И получается со всех регионов, со всех городов очень много, наверное, будет. Большая конкуренция. Стараюсь много не думать. Стараюсь просто выйти, побоксировать и все. Ловлю кайф от этого, от всего этого адреналина. По информации Федерации кикбоксинга, в этом году чемпионат России станет особенным. Впервые отбор во взрослую сборную состоится в конце года, а не весной. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.